Здравствуйте, это новости 24, в студии Ахмед Хашигульгов. Сейчас на улицах Ингушетии проходят яркие праздничные мероприятия. В центральных парках городов и сел республики установили украшенные елки, собрались дети и взрослые. Различные феерические концерты с участием артистов как из Ингушетии, так и соседних регионов для них организовало Министерство культуры Ингушетии. Также проходят конкурсные мероприятия с участием мастеров различных искусств. А центром самого яркого и зрелищного праздника стал Магаз. Здесь, на площади перед башней Согласия, концерт будет продолжаться до часу ночи. Я желаю всем успеха, счастья и благополучия в жизни. Чтобы такой же вечер, такой же Новый год еще повторялось каждый год. Всем желаю счастья. Сегодня и все праздничные дни по всей республике приняты особые меры безопасности. По всему региону в усиленном режиме будут нести службу представители правоохранительных органов. В связи с произошедшими терактами в Волгоградской области и празднованием Нового года Совет безопасности республики обращается к жителям и гостям Ингушетии соблюдать общественный порядок и проявлять бдительность. Находясь в местах массового скопления людей, просьба обращать внимание на лиц, автомобильный транспорт и отдельные предметы, которые вызывают подозрения. Если что-то привлекло ваше внимание, просим обратиться к любому сотруднику правоохранительных органов. Мы сможем гарантировать конфиденциальность данного обращения. Также хочу отдельно отметить, что в связи с грубыми нарушениями федерального и местного законодательства в области транспортных перевозок, участившимися случаями возгорания автобусов в регионах Российской Федерации, повлекших за собой последствия в виде тяжкого вреда здоровью граждан, а также значительный имущественный ущерб, межсубъектовые транспортные перевозки пассажиров и грузов могут быть ограничены. Руководством Республики Ингушетия в целях обеспечения безопасности пассажиров и грузов, в первую очередь межсубъектового значения, принимаются действенные меры. Правоохранительными органами республики осуществляются рейдовые мероприятия, направленные на пресечение незаконных транспортных перевозок. Предупреждаем граждан республики о том, что в случае, если сотрудники проверяющих органов остановят автобус, в котором будут передвигаться люди и грузы, не оформленные надлежащим образом на автовокзале, пассажиры будут высаживаться в ближайшем населенном пункте, а автобус будет доставлен в ближайший отдел внутренних дел для проверки на причастность его владельцев к совершению преступления по статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство». Отдельно хотим отметить, что владельцы квартир несут персональную ответственность за квартиросъемщиков. В связи с этим обращаемся с просьбой не сдавать в аренду квартиры, иное жилое или нежилое помещение незнакомым лицам без удостоверения личности этих лиц, конкретного арендодатора. Необходимо получать ксерокопии документов, удостоверяющих личность арендующего помещения лица. В течение всего месяца единоросский Дед Мороз принимал письма от детей республики. До боя курантов главный волшебник праздника успел исполнить все просьбы и пожелания детишек. Игрушки и много сладостей он и Снегурочка вручили маленьким респондентам из Сурхахов и Али-Юрта. Помогала им в этом моя коллега Хадия Дальбиева. 31 декабря под Новый год сбылась самая заветная мечта 9-летней Рабии Аушевой. Когда она узнала, что Дед Мороз принимает письма детей с их новогодними пожеланиями, решила обратиться к нему со своей просьбой. И вот к ней пришел самый настоящий Дед Мороз Единорос и выполнил ее желание. Он для тебя, собственно, принес эти подарки. С Новым годом тебя! Спасибо, Дедушки Морозы. Сегодня Дед Мороз был в гостях у детей из Сурхахов. Они тоже писали ему письма. И таких было немало. Только за один день он выполнил пожелания еще 50 ребятишек. И желание наших маленьких будет исполнено, я думаю, сегодня в течение дня. Мы адресно выезжаем. Но Дед Мороз Единорос побывал в гостях не только у тех, кто писал ему лично, но и у детей-сирот и из малоимущих семей. Всего за эти 3 дня он обошел более 300 домов.
чтобы порадовать наших детишек, вот именно малоимущих, многодетных, сирот, полусирот. И как вы видите, вот проводим вот акцию, у нас присутствует с нами Дед Мороз, Снегурочка, вместе радуем наших ребятишек. Всего в резиденцию Деда Мороза пришло более 2000 писем. Раздавать подарки он будет до наступления Нового года, а куда не успеет сам, откомандирует своих представителей. Хадия Дельбиева, Муса Хамхоев, Новости 24. В очередной раз сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Ингушетия навестили детей из подшефного дома-интерната. Приставы пришли с новогодними подарками. Помимо сладостей, они привезли ребятам теплые носочки и жилетки. Зимой они как нельзя кстати. Без внимания управление не оставило и работников интерната. Их тоже поздравили с новогодними праздниками и преподнесли подарки. Очередной раз мы приехали в детский дом, чтобы порадовать наших детишек, поздравить канун Нового года, пожелать им всяческих успехов, хорошего здоровья. И чтобы этот каждый день, вот такой радостный день, чтобы для этих ребятишек был каждый день. Подарки получили и детвора Малгобекского района. 700 детишек посетили Дед Мороз и Снегурочка и вручили маленьким жителям республики праздничные сувениры и подарки. Акция была организована районной администрацией. Лейла Гайсанова продолжит. Накануне Нового года мечта Акрамата Халухоева сбылась. К нему в гости с подарками пришли Дедушка Мороз и Снегурочка. Мальчик давно мечтал о ноутбуке и мобильном телефоне. Мы в этом году порадовали детей-инвалидов, маленьких детей и дети малоимущих семей. Мы охватили все 12 сельских поселений, которые находятся на нашей территории. Сейчас последнее сельское поселение, и мы завершаем сегодняшнюю поздравительную свою акцию. Родители для своего сына не могли позволить такую роскошь. Теперь у мальчика появилась возможность саморазвиваться. Мама его тоже хочет открыть для себя большой мир, скрытый в этой маленькой коробочке. Хоть у Акрамата раньше не было компьютера, ладить с электронным другом он научился быстро. В нем можно установить все необходимые обучающие и развивающие программы. Он уже знает, как и что нужно скачать, чтобы усовершенствовать свои знания и учиться лучше. Я бы хотел сегодня поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы у всех детей были мечты, как у меня сегодня. Благодарна всем, кто поздравил моего сына. Этого подарка он ждал давно. Желаю, чтобы до всех детей дошли их новогодние подарки. В ближайшее время, обещала мама, они подключат интернет. И тогда Акрамат поймет, насколько его возможности познания мира не ограничены. Лейла Гайсанова, Ахмед Беков, Новости 24. Сегодня за считанные часы до Нового года сотрудники национальной телерадиокомпании «Ингушетия» совместно с администрацией Назрановского района провели благотворительную новогоднюю акцию. Наши коллеги выехали в разные районы республики, чтобы доставить радость детишкам и их родителям. Праздник удался, поскольку их радости не было предела. Каждый сотрудник нашей телекомпании, начиная от директора, продюсеров, начальников отдела до технических работников, внесли свою лепту. Не было привычных адресов, указаний, все было просто и по-праздничному. Неожиданно даже вместо привычного Деда Мороза в гости к детям пришел герой наших детских передач и любимец детишек, который своим неожиданным визитом порадовал детей и создал для них настоящую праздничную атмосферу. Самое главное в этот день счастливые улыбки и праздничное настроение. Так пусть они не покидают наших маленьких жителей республики и их родителей никогда. Мы очень рады за такой подарок, неожиданно, так все, большое спасибо. Всех с наступающим Новым годом. И это были все новости к этому часу. Мы благодарим вас за внимание и веселых вам выходных.